Европейский Союз должен взять это дело под свой контроль. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что Эмомали Рахмону может влететь. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Европейский Союз обратить внимание на подавление мирных акций протестов и приграничные конфликты в Центральной Азии. Заявление организации опубликовано в преддверии встречи главы дипломатии Европейского Союза Жозепа Боррелля с министром иностранных дел стран Центральной Азии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, которая состоится 17 и 18 ноября в Самарканде. В заявлении Human Rights Watch от 15 ноября рекомендовала Евросоюзу поднять вопрос о репрессиях против мирных демонстрантов в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. В этом году в этих странах прошли мирные акции протеста населения, но силовики жестко подавили митинги, в результате чего погибли десятки людей. Как вы относитесь к этим ситуациям в разных странах и к тому, что они произошли примерно в одно и то же время, в один и тот же год? Это совпадение? Как вы думаете? И стоит ли Европейскому Союзу что-то делать и вмешиваться? И могут ли они вообще это делать? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Власти всегда заявляют, что были убиты экстремисты и члены преступных группировок, но родственники погибших отрицают их принадлежность к криминальному миру и экстремистским движениям. Несмотря на призыв международных независимых организаций, независимого расследования этих событий проведено не было. В заявлении правозащитной организации также упоминается о подавлении майских протестов в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Власти Таджикистана назвали это антитеррористической операцией, однако авторы заявления отмечают, что призывы расследовать нарушения закона в этом регионе были проигнорированы. По сообщению Генеральной прокуратуры Таджикистана, в ходе майских событий в Хороге и Рушане погибли 29 человек. Радио Азади составило список 34 погибших. Human Rights Watch призвала руководство Европейского Союза также рассмотреть на встрече вооруженный конфликт на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном. В приграничном конфликте в сентябре этого года были применены, по данным Human Rights Watch, ракеты «Град» и беспилотники «Байрактар». Но ни Кыргызстан, ни Таджикистан не расследовали эту трагедию, в которой погибли гражданские лица. Таджикистан и Кыргызстан постоянно обвиняют друг друга в развязывании конфликта и вооруженной агрессии. Две соседние страны разделяют границы протяженностью около 1000 километров, но часть ее не обозначена. Конфликты в основном происходят из-за земли, дорог, водных ресурсов и пастбищ. На данное заявление пока не отреагировали ни ЕС, ни страны Центральной Азии. Как вы думаете, будет ли реальная какая-то реакция на все это? И как вы думаете, есть ли вообще какой-то толк от заявлений Human Rights Watch? Прислушается ли к ним Европейский Союз и будут ли эти темы подняты на встрече глав МИД вместе с Жозепом Борреллем? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.